Пари Спорт. Мы находимся в новой, в обновленной студии нашего спортивного подкаста, который вы так любите. Да, нас долгое время не было, я уверен, вы соскучились, поэтому мы решили вернуться. И вернуться не просто так, вернуться мощно. У нас сегодня крутой гость. Человек, который феерит, человек, который забивает мощнейшие голы, человек, который не стесняется проявляться на поле, человек, который тащит на своих молодых плечах, так сказать, на своем молодом горбу команду к чемпионству, потому что команда сейчас находится на втором месте. И вы знаете, это конкретно классный результат. Салахиддин Эргашев, вот он, пожалуйста, сидит. Можешь поздороваться, брат. Ассаламу алейкум всем болельщикам и зрителям. Он у нас немногословен. В народе его называют Гоша, то есть коллеги. Теперь вопрос, почему Гоша? Ну, потому что я тоже как бы не так на 100% знаю, почему. Ну, отец тоже в футбол играет, его тоже Гоша звали, поэтому, ну, надо Казахстан, да, можно сказать. Получается, ты у нас Это Гоша, прозвище, да. Гоша Джуниор Да, такой. еще один джуниор есть, да. Еще один? Да, Ничего себе, вот это батя постарался. да, уже все Гоша. Я думаю, батя просто хочет в какой-то момент команду создать, команда Гоша, Да, и вывести в высшую лигу Таджикистана. Хай, как твое настроение? все хорошо, слава богу. Все нормально, все хорошо. С тренировочки? Да, Как тренировка прошла? ну, как всегда, хорошо прошло. Как всегда хорошо прошла. Вот я люблю таких позитивных людей. Всегда говорят, что все хорошо. Это классно. Что ж, начнем. Конечно. Here we go, как говорит Фабрицио Романо. Ехала. Слушай, давай, наверное, самого такого, хоть он и банальный, и тривиальный такой вопросик, но давай для того, чтобы наши зрители вполне знали о тебе. Вот с чего начался твой путь в футболе? Повлиял ли на это отец как-то? Или ты хотел, может, стать, не знаю, в балете, может, хотел танцевать, а батя такой, нет, пойдешь по моим стопам. Никаких мыслей не было, кроме футбола, как бы. Ну, я родился уже, можно сказать, что около футбола, там, дома Хорошо не мячи, сказал, да. я родился на поле. Да. Ну, короче, дома уже были мячи, там, с детства как бы гонял мячик, там, дома и на улице, везде. Потом, ну, постепенно пошло-поехало, можно сказать. Ну, чисто, как бы, потомство, да, после отца. Получается, это все-таки больше твое решение, да, нежели желание отца. Ну да, конечно. Потом уже отец как бы мне говорил, что если хочешь, то ты будешь как бы станешь футболистом, если постараешься. Если нет, то это твое желание. Как бы никто меня не заставлял. Я сам чисто, как бы, можно сказать, этого хотел и влюбился в этот спорт. И И начал как бы. пошло-поехало, да? И все, и понеслась, как говорится, по Да. кочкам. Не, ну это хорошо. Классно, когда родители поддерживают, не отговаривают тебя, не говорят, не занимайся этим. А какой был самый такой, скажем так, весомый совет от отца, прежде чем вот ты начал заниматься или там уже в процессе занятия Ну, футболом? было в процессе то, что уже мне где-то было 14-15 лет, и он всегда говорил, что ты то, что делаешь, для себя делаешь, как бы, если хочешь стать футболистом, то старайся, как бы, ну, твои старания тебе в пользу, да, можно сказать. Поэтому не заставлял, он просто давал мне какие-то советы, которые, ну, помогли мне, можно сказать, что в развитии моего, как бы, этого, да. Профессионального уровня, Да, да? профессионального. Получается, главный совет это если ты что-то делаешь, делай прежде всего для себя. Для себя делаешь, да. Если за что-то хочешь как бы браться и взяться, ты должен максимально постараться. Такое нет, что ли, 50 на 50. Или 100% должен выкладываться, или вообще оставлять этот спорт. Если делаешь, то делай от души, да? Да, По типу нормально делай, нормально будет. Это классно. Это отличный совет от отца. Тем более, мы знаем, что Одиль Эргашев — это легенда таджикского футбола. Вот, и получается, ты тоже, дай бог, идешь по его стопам. Эм. Каково будет, скажем так, какова будет твоя реакция, когда ты через, скажем, условно лет 10, да, услышишь о себе такое мнение, что ты стал легендой таджикского футбола? Вот как бы ты отреагировал? Ну, Немножко забежим вперед. ну, приятно будет, можно сказать. Но я всегда как бы с некоторыми тренерами, которые знают моего отца, я всегда им говорю, что по таланту, как бы, по индивидуально я сильнее отца, как бы, пошутиваю. Я так пошучиваю, а так, конечно, то, что чего он достиг, это, конечно, это и похвально, и очень круто, но я всегда как бы шучу, так пошучиваю, то, что я лучше, чем он, как бы, ну, чисто по Так, приколу иногда говорю. чисто Да, поддеваешь, да, батю? да, ну, в каждой шутке есть доля правды, да. Очень, очень скромный у нас сегодня Да. гость. Знакомьтесь, Салахиддин Эргашев. Очень скромный человек. Я лучше отца. Очень скромный человек. Ну, Ладно, только давай. в футболе лучше отца, только в футболе. Только в футболе, Да. да? Только в Ну, футболе. как человек, как отец, как муж дома, как сын, как бы, своих родителей, он
для меня чисто пример, можно Ну, сказать. ну, Во естественно. всем. Батя эталон, как Да. говорится. Ладно, слушай, давай теперь о карьере твоей поговорим, да? Немножко узнали о тебе как о человеке. Ты лучше отца, мы все поняли. Так, давай о карьере. У тебя был опыт зарубежной карьеры. Насколько я знаю, это Арсенал, да? Да. Арсенал. Да. Но не тот Арсенал, о котором вы подумали, И не тот второй, который и не тот подумали. В второй, принципе, да. Это самый последний Арсенал, можно сказать. самый последний из Арсеналов. Но Да. в любом случае это Арсенал, и это Ну, международный конечно. опыт, как говорится, Арсенал Дзержинск. Да. Да, верно? Расскажи немножко об этом опыте и чем вообще отличается подход, скажем, в Беларуси в футболе от нашего такого вот отечественного подхода? Есть ли какие-то явные различия? Ну, явных, можно сказать, нету. Ну, чисто я сначала поехал на просмотр, как бы несколько игр там провел, потом уже сказали, что мы подпишем с тобой контракт. Подписал контракт, после этого, не знаю, как бы, можно сказать, что морально как бы не был готов к давлению, Мгм. потому что сразу в таком возрасте, не то что в молодом возрасте, но бывает, что по-разному как бы люди развиваются морально. Поэтому я был не так уж развит в этом плане, поэтому у меня, можно сказать, что не получилось. С давлением не смог справиться, потому что как-никак это как бы давление больше, когда ты как легионер там играешь, и там лимит на легионеров там. Из-за этого там мало играл, потом уже не играл и плохо себя, можно сказать, чувствовал в команде, поэтому я решился вернуться после 4 месяцев, да, можно сказать. Ты там 4 месяца пробовал. Да, 9 туров там отыграли, в 9 турах я сыграл 60 минут, можно сказать, очень много. Забил? 60 минут я сыграл. Не Забил на, забил, не забил отдавал. на игру. Да, забил на футбол, Фамилия. можно сказать, потом обратно приехал. Вот. Ничего Просто, себе. Получается, там давление выше было? ну, не то, что давление было, как бы, можно сказать, не смог справиться. Давления, можно сказать, что не было. Просто я сидел на замене, можно сказать, оказывал себя, как бы тренировался, но шанса мало было, поэтому уже, как говорится, играешь, настроение хорошее, у тебя и жизнь хорошо идет. Не играешь, ты уже начинаешь, ну, задумываться, как бы, думать о плохих вещах, вот эти. А тебе не кажется, что ты немножко поторопился с решением вернуться? Ну, Всё-таки конечно, 4 месяца как будто бы... да, да, я поторопился, можно было там потерпеть и подождать. Но как бы я ни о чем не сожалею в этой жизни. То, что я не делал, м, о своих действиях как бы никогда не стыдно и не сожалею. Как говорится, Все ошибаются, где да. родился, там и Ну пригодился. да. Ну, Ну, можно еще, сейчас, дай бог, получится, опять куда-нибудь поедем, чтобы не приехать сразу, да? руководство Хосилот, не обращайте внимания на это заявление. Абсолютно. Мы просто общаемся. Ошучиваем просто, ну Просто да. шутим. Просто никуда он не собирается, ребят. И чё? Хосилот, тем более, идет сейчас на 2-м месте. Да, конечно. Ну-ка нам быстро выкладывай, в чем секрет хорошего сезона? Без секретов, просто в этом году уже я всегда играл на позиции десятки, Мгм. потом в прошлом году, в последних начал играть венгера, потом в этом году опять Шамсидин Касимов сказал, что ты будешь играть левого атакующего полузащитника венгера. Потом я сказал, о, то, что надо. Потом начал просто отрабатывать удары там, дриблинг. И первые 2 игры, можно сказать, что я не забивал, потом травма, и с 4-5 тура я начал там потом. Началось, можно сказать, Что за после. травма? Ну-ка. Ну, у меня, когда сборные были, Су-23 в Индии, там травму получил, мениск. Мне сказали оперировать ногу, я отказался и полечился, все хорошо стало. Потом вышел на замену с голами, после забил гол, после этого уже на кураже, можно сказать, что пошло и поехало. И пошло, и Да, и пошло, поехало. да, слава богу. Вот эта травма в пользу, да, иногда? Иногда да, Иногда, получается. да. Ну, ты сейчас полностью оправился или Да, есть полностью. какие-то риски? Нет, все хорошо. Ну, такие всегда есть у футболиста какие-то эти болячки, но на это уже не забили давно. Ага, отлично, супер. Ну, слушай, ты говоришь, травма иногда в пользу. Но получается в пользу. Ты же теперь с капитанской повязкой играешь, насколько я знаю. Да, ну, там и пацаны, поигравшие больше, и все старше меня, можно, кроме Фуркона, все старше меня. Я просто всех попросил, ну, в раздевалке как бы я со всеми пошучиваю, хорошо общаюсь, как бы, можно сказать, душа компании. Я попросил, можно я сегодня буду капитаном? На Мгм. у всех, они говорят, хорошо. Я уже, можно. Получается, ты выпросил. Ну да, я сказал, и тренера, и всех, и все как бы, все, никто не против, да, если я сегодня выйду как бы с капитанской повязкой, сказали, без проблем. Это получается, Главное, что мы выиграли, это хорошо. это Я забил, хорошо, а да. только Это получается, сейчас многие футболисты сидят и такие: "А что так можно было?"
Реально. Ладно, как изменить? Вообще есть какие-то изменения в твоей, ну, в твоем футбольном, скажем так, самочувствии, да, после того, как ты выпросил капитанскую повязку? Есть какие-то вот до и после Можно сказать, что нет. ощущения, Я нет? просто так и игра как бы шла, Мгм. просто у меня что-то тут мешало, как бы тяжелее стала левая рука и все. Это Не вот, да, желание отдать кому-то да, иногда, блин, хочется снимать, пусть останется. на Как бы пусть, да, красиво такой? был, да. Капитан Хосилот. Да, капитан Хосилта. Все, Гоша Капитан Хосилот, так и называйте его теперь. В Инстаграме таки поменяй Да, Капитан не, Хосилот. такого не будет. Там, Ну, ты же у нас скромный, брат. не. Ты же скромный. Ну, смотря где. Вот, Ну, вот, поначалу тоже был скромный, потом уже там немножко, да, раскрылся, да. пошло-поехало, пошло-поехало. Хорошо, слушай, теперь такой более, наверное, такой щепетильный вопрос сейчас будет. Вот в начале сезона вроде вашу команду возглавлял Шамсидин Тусинов, да? Мы помним это прекрасно. И в какой-то момент посреди сезона, ну, как будто бы уже нет. Ушел человек. Можешь нам раскрыть небольшие, так сказать, занавесы Ну, этого вот эти занавесы происшествия? я тоже как бы не до конца сам понял, а так просто было неожиданно то, что мы проиграли паровозу и просто, ну, зашли раздевалку, а Кай Шамсидин уже сразу там со всеми попрощался, мы как бы уговаривали его оставаться в команде, как бы мы хотели дальше с ним работать, но он уже отказался, как бы, и, можно сказать, что ушел с команды. Но, слава богу, вот то, что поначалу он как бы готовил нас к сезону вместе с Акай Джалалдином. Ну, сейчас, вы видите плоды, хорошо играем, как бы это заслуга их, можно сказать. Получается, система та же осталась, Да, ничего не система, стали да, менять. можно сказать, что система та же, хорошо поработали вот под его руководством и под руководством Акай Джалалдина, и все как бы пошло хорошо, А можно тебе не сказать. кажется, что какая-то вот мировая тенденция пошла? Вот раньше вроде такого не наблюдалось. То есть, если команда один-два матча проигрывает, сразу меняют тренера. Не замечал Ну, такого? ну, у всех по-разному. Ну, у нас, ну, в мире так, не знаю, а у нас в большинстве случаев так получается, что как бы берут игроков, хорошие сборы, потом, ну, такие высокие, можно сказать, что Требования, да, требования, ожидания. да, ожидания, требования. Ну, бывает, что не везет, бывает, что как бы не летит в ворота мяч. По-разному бывает. Но иногда бывает, что без пощады как бы вот такие моменты получаются. Поддерживаешь такое? Нейтрально отношусь, я не знаю, как бы в разных случаях по-разному. Грамотный ответ, нейтрально. Соответственно, да, Да. нейтрально, нужно быть нейтральным. Не хочу Хорошо. лишнее, этот, лишнее внимание как бы это сделаем. Хорошо, слушай, перед тем, как мы перейдем к вопросам от наших подписчиков, кстати, спасибо большое за вопросы. Мы ждем от вас еще больше вопросов, потому что вы наше все, как говорится, благодаря вам и для вас мы все это делаем. Некий такой, ну, обобщающие такие вопросы про вообще в целом таджикский футбол. Как ты думаешь, что на сегодняшний день не хватает нашему отечественному футболу таджикскому для успеха на международной арене? Ну, я думаю, что не хватает того, что как бы за нами агенты как бы мало следят, можно сказать. Мгм. Вот здесь White Scout, Instat, где вот эти программы, где по всему миру они работают, все лиги мира как бы следят, все команды мира как бы за лигами следят, но наша лига не выходит в этих сайтах, можно сказать, они не могут за нами следить. Если какие-то предложения, какие агенты выходят на нас, они говорят, что ты можешь как бы скинуть нам свой ролик, мы должны посмотреть. Мгм. А вроде бы как бы ты играешь, например, в высшей лиге и за сборной выступаешь, но тебя просят, чтобы ты еще им что-то там скинул, чтобы они еще досмотрели, посмотрели и узнавали тебя больше, и поэтому этого и не хватает. Я думаю, что если дорога как бы откроется, дорога в Европу или какие-то страны, и больше как бы легионеров будет, и все почувствуем как бы уже другой уровень футбола, легче станет нам играть на международных играх, я думаю. Как ты думаешь, что для этого нужно предпринять, чтобы вот это окно прорубилось в Европу? Ну, кто-то, Кто-то должен, да, да, что-то кто-то сделать? должен открыть эту дорожку. Как Фусанов нужно блеснуть, короче, да? Да. Какая-то какой-то Ну, у вот них и без Хусанова давно была открыта дорога, потому что Шомроду, вон все, я играл до Хусанова, и много игроков было, которые в РПЛ выступали, а у нас в РПЛ раньше выступали, а сейчас только Рустам Атимов, и все, можем сказать. Они даже, Рустам Атимов очень хорошо выступил, и, ну, он очень хорошо выступил, и так не бывает, что каждый футболист, чтобы так выступал, чтобы уехать, это очень сложно. На Мгм. таком уровне выступать каждому футболисту сложно, поэтому иногда нужна какая-то поддержка со стороны каких-то агентов или ну, вот эта дорога должна быть открыта, чтобы иногда подталкивали наших молодых или футболисты, которые уже развиваются. И
находятся в лучшей форме, то было легче, потому что все, можно сказать, что там лиги сильнее, поэтому ты там играешь и чувствуешь, что ну, ты уже как бы на уровне международных игр. Там лига Набираешься опыта, идет, да? да, набираешься опыта и набираешься тенденций, которые в этих лигах есть, и они как бы равны, можно сказать, что с международными играми. Мгм. Как бы наши игры в лиге, в лиге Таджикистана и игры сборной, они отличаются, поэтому иногда сложно подстраиваться, иногда как бы А как ты переключаться думаешь, сложно. федерация могла бы вам как-то в этом помочь? Федерация футбола Таджикистана. То есть, может, можно к ним обратиться, сказать, чтобы они что-то изменили, может, в подходе в этом. Ну, они как могут, я думаю, что они как могут максимально помогают, но это уже зависит от агентов, от их авторитета, можно сказать, потому что всегда решает, можно сказать, что авторитет агента, да. А, Они как бы устраивают таких футболистов в такие страны, а в Таджикистане очень много хороших талантов. Ну, вот играем в нашей лиге, можно сказать. Ну, стараемся, чтобы уехать и дальше развиваться, и больше пользы было от нас в таджикском футболе. ясно. То, а вот я думаю, что вот как раз такие игры за сборную, да, они вот прям вот хороший момент, чтобы вырваться из этих оков, как Конечно. говорится, да? Сейчас игра против Азербайджана, потом в январе следующего года, в начале года чемпионат Азии. Вот это, как бы можно сказать, что рынок, да, для футболистов. Мгм. Вы сами помните, что после того раза, как они хорошо выступили, много футболистов уехало, подписали хорошие контракты. И в этом году, ну, в этом турнире тоже шанс есть у нас, у молодых, показать себя и написать хороший контракт. Ну вот если говорить за сборную, вот для тебя самого, насколько важно, чтобы тебя вызвали? Ну, это очень важно. Как бы с детства, я думаю, что все пацаны, которые занимаются футболом, они об одном думают, чтобы сыграть за национальную сборную. Как бы Мгм. много игр, выступать за сборную, за свою страну. Потому что как-никак родители там смотрят, вся страна, чтобы все гордились тобой. Тебя, получается, вызвали? Меня вызывали же последний раз, я в 2 играх участвовал там. И дальше тоже. Дай бог. Супер, супер. Вот оно, друзья, вот твое окно в Европу, как говорится. Но Окно, насколько, но нас окно закрыто. уже Не открывается, да. Снаружи кто должен открыть эту. что ты быстро сдаешься. Ладно, слушай, тогда такой немножко щепетильный вопрос, но все же мы его тебе зададим. Нам же нужны нарезки для рилсов. Как ты думаешь, на данный момент кто является, вот конкретно в данный момент, мы знаем, что понятие определения лучший, оно субъективно, оно зависит конкретно от конкретного момента. Вот на данный момент, Данную секунду, можно сказать. давай в данную секунду, как ты думаешь, кто лучший футболист в Таджикистане? Персоне Пашамбей. Эхсони Паншамбе. Ничего себе. Вот это неожиданно. Вот это ничего себе. Эхсони Паншамбе. Признание от Гоши. Это круто. Ну, теперь перейдем к самому интересному. Как говорится, да? Вишенка на торте нашего подкаста — это вопросы от наших дорогих подписчиков. Итак, поехали. Ты готов? Хорошо, погнали. Слушай, первый вопрос. Опять же таки, очень простой. Некий Хокимзода его задает. И он звучит следующим образом. Чаро аздастей Равшан Рафтанде. Ну, получается, то, что мы договорились с руководством команды, как бы договорился я, как бы они не были согласны делать те условия, которые я хотел. Ну, поэтому мирно как бы разошлись, можно сказать. Никаких конфликтов не Не, было, никаких конфликтов. тобой не недовольны были, да, все хорошо, все, просто условия контракта не Ну, сошлись. можно сказать, что были, как бы можно сказать, что были недовольны, как бы я просто, ну, немного я просил, но просто про свои условия там М. я говорил, они, можно сказать, что отказались, поэтому я решился как бы уйти, и я, конечно, с ним оставил село, и там собрали много качественных футболистов, поэтому решился туда пойти и дальше развивать как бы свою карьеру и помочь команде. Отлично, побуду немножко Дудем. А сколько ты просил у Равшана? Немного, да. Чуть-чуть. Ну, немного там. Несколько ужинов хороших А, в ресторане. могли бы организовать, ё-моё, вы чё? Едем дальше. Ну, и твой коллега по цеху, Жень Гриценко пишет нам. Жень, привет, кстати, тебе. Можете это нахуй задавать уже. Удалите вопрос. Женя, извини, делит. Не, на самом деле простой вопрос. Он говорит: расскажи про свой самый сложный период в карьере и про Равшан Куляб. Достаточно такой интересный вопрос. Ну, самый сложный период в карьере — это когда я только подписал как бы профессиональный контракт со Стеклолом, когда я вообще не играл, потом травма за травмами, вообще не играл, как бы доверия не было.
можно сказать, что был слаб, из-за этого не играл. Потом и сложный период был в Беларуси. Ну, Мгм. когда не играешь, это считается уже сложным периодом. Само по себе, да, Да, уже это живется морально уже, да, сложно. живется плохо как бы, да. То, чего любишь, этими, как бы, можно сказать, что не занимаешься, уже становится плоховато. А про Шампуля, ну, все, как можно сказать, позитивно об этом клубе. Мгм. И команда, атмосфера была хорошая, и тренер, и руководство. Просто в конце, как бы, можно сказать, они договорились о чем-то. И... Но самое главное, нет никакого негатива. Да, да, все Между позитивно. тобой, руководством, между Нет никаких, тренерами, между коллегами, бывшими партнерами, да, получается. никаких. Салом алейк, все хорошо. Ну, да, Салом Алейк, еще больше, чем Салом Алейк. Ошгардак. Да, Ошгардаг и так далее. Хорошо, отлично. Ну, Жень, ты получил ответ на свой вопрос. Едем дальше. Некий 3W 1999 задает очень интересный вопрос. Говорит, холо аскадом давлатхо таклиф дорат и аскадом дастахо. Ну, а с Карон Дастахо, ну, с Таджикистана были, которые не конкретно, можно сказать. Мгм. И Аягун Далат, можно сказать, что не было. Ну, Пока было нет, да? только в Туран, и то на просмотр двухнедельный. Ага. Сказали, что ты должен приехать, мы должны как бы посмотреть. Я отказался. А так таких, чтобы уговорили, прям выставили как бы контракт, вот, таких не было. Вот. Все люди думают, что все как бы 10 голов забило, будут предложения. Нет. Я говорю же, закрыто. И окна, и дверя, и дорожка наша. Все щели, да, так закупорены, как Да. говорится. Ну, слушай, а вот что нужно сделать футболисту, чтобы поступило предложение, поступил контракт какой-то выгодный? То есть понятно, что одним-двумя голами ты не обойдешься. Это Ну, сколько нужно, на стабильном уровне ну, выступать, я получается? решился отыграть этот сезон до конца, Мгм. потому что если в конце года, дай бог, или за бомбардиста, или за лучший игрок сезона я буду бороться и хорошо играть, и с командой добьемся хорошего результата, то тогда уже можно. И как бы главная цель — это за сборную хорошо сыграть. Потому что за команду, сколько бы ты ни выступал, пользы как бы никакой нету для агентов, можно сказать. А так, Для агента, да, для агента. для агентов, чтобы неправильно не понимали меня. А за сборную вы сами видите, что те, кто уезжает, только за сборную. И то Хусанов тоже, когда они выступили хорошо на чемпионате Азии и на чемпионате мира, там Ю-20. Мгм. И тогда вызвали как бы с команды сложнее. А за сборную, вот вы сами как бы помните, много игроков подписали хорошие контракты после Азии. Там вот Было дело. сейчас престижный турнир, поэтому там есть шанс у всех футболистов наших таджикских, и в том числе, если я попаду, дай бог, и у меня, заявить о себе и уехать куда-нибудь в хорошую страну, на хорошие условия и на хороший Ну, контракт. дай боже, как говорится, чтобы ты подошел к следующим играм со сборной без травм, чтобы показал себя на все 100%. Ну и про сезон тоже не забывай, Ну, обязательно. конечно. Так, слушай, есть далее вопросы. Да, Дани некоторые задает нам. Пусть расскажет о периоде карьеры в Арсенале. Ну, человек уже рассказал, так что прям отмотай назад и посмотри начало. Это Э, мой знакомый, это друг мой. Дани, это твой Да. знакомый? Это Фейспози? человек работает в команде. В Арсенале работает он. Прям там и Да, работает. там А работает давай ты о администратором. Дани нам расскажешь. А что это за человек? На какой позиции он работает? Он администратором работает команды, и мы даже поначалу, ну, как бы нас поселили в квартиру, и мы вместе, можно сказать, что проживали. Ну, хорошо общались, дружили. Хороший человек. Хороший человек, Все еще поддерживаем общение, можно да? сказать, да. Ну, круто, круто. А вообще есть, помимо Дани, какие-нибудь люди, с которыми ты поддерживаешь общение из Арсенала? Ну, есть, на которых я подписан, как бы ставлю лайки на их сторис, Ага. это вот это все, и они ставят, а так поддерживать общение нет, но ко всем я позитивно отношусь. В общем, салам алейк со всеми есть. Да, Это сказал хорошо. алейкум. Некий Эль Назаров, даже не Эль Назаров, Эл Назаров пишет нам. а, Это больше, я думаю, больше желание, скорее всего, нежели вопрос. Он пишет следующее. Мы умехаем ай соли дигар, бодастей хосилот, бояк соли дигар контракт кунат. Что ты на это скажешь? На это как бы я пока ответить не могу, потому что можно сказать, что я живу сегодняшним днем. Пока все хорошо, я играю за Пасилот и готов до конца сезона отыграть свой контракт и хорошо выступать, помочь команде, как бы достичь высот, а так пока не знаю, что будет, как бы. Ну, а в перспективе, допустим, ты бы хотел остаться еще на год в Косилоте? Ну, если эта же атмосфера будет, такие же как бы требования и условия будут, почему бы нет, дай бог. То есть Все все зависит. устраивает, можно сказать, что в команде как бы все хорошо, и главное, что атмосфера хорошая. Если атмосфера хорошая, то уже игра идет, и взаимопонимание, и все взаимоуважение друг друга, и поэтому почему бы нет? С удовольствием бы, потому что
я уважаю как бы фанатов этого клуба, и там очень много болельщиков ходят на игры, там хорошо поддерживают, там, вы сами видите, Ну, поэтому кстати, да. приятно играть за, ну, за такую команду и под таким, можно сказать, что под таким, под такой поддержкой болельщиков, можно сказать. Ну, кстати, да, насчет болельщиков стоит отметить, что у Фасилот, у Фархор вообще, блин, болельщики лютые. Сколько бы раз мы не ездили, мы всегда кайфуем с этих поездок. Ребят, всем привет, кто нас видит. Вы красавцы, молодцы, продолжайте в том же духе. Едем дальше. Некоторые маснави задают очень интересный вопрос, кстати, очень интересный. Якум голи мухимтарин дар хамин сезон. Ва, кстати, очень интересно. Человек заметил, человек смотрел. Ва баруичи хар голро хар наму джашн мегири. Ну, просто как бы хочется, кроме гола, как-то еще отвлечь внимание, как бы Ага. привлечь внимание и как-то классно отпраздновать, да. Такого у нас мало, можно сказать, что в лиге встречается. Ну, во многих стадионах мало болельщиков, как бы это не так уж красиво будет выглядеть, но у нас столько народа ходят, там можно как-то отпраздновать, чтобы еще привлечь внимание. И Смотри, красиво было, да. Запоминаешь, можно сказать, что да. запоминающийся, да? Гол-то считается любой гол за один, но празднование как бы запомнится. Можно сказать. А почему ты, вот не было такого у тебя, чтобы вот как, допустим, Криштиану, как другие именитые игроки, вот один стиль празднования выбрать и вот им идти? Вот у тебя постоянно разное. Не, как бы отнести скучновато, можно сказать. Ну, Мгм. Криштиану как бы это идет другим футболистам, но мне пока хочется как бы еще Скажем поимпровизировать. так, Над этим, да. ты И ищешь потом себя. найти, да, вишенку найти потом со Получается, временем. ты ищешь себя, да, в этих Ну да. празднованиях, что-то свое уникальное. Ну, пока не такое пошло, что в ТикТоке сидим и нечего делать иногда. Хочется оттуда что-то там вытаскивать на стадион после гола и как-то отпраздновать. Главное, не танцуй, брат. Ну, может, я танцевал же после гола из Стеклова, помните? Ты больше не танцуй по-братски. Не, на самом деле было круто. Делай что по кайфу, братан. Мы так Видишь, и вот люди делаем. уже замечают, что ты постоянно по-разному Ну, даже празднуешь. в разных моментах много хейта было, но после гола Равшану, ну, как бы я никак негативно не отношусь, просто я забил и просто уже не думая отпраздновал. Люди по-другому поняли, но Ага. такого не было. Это чисто я уже шел отпраздновать, уже в эйфории, можно сказать. Мгм. Уже забил, уже не думаю, кому, как, я иду, праздную и все. Просто празднуешь. Да, А просто это вообще, празднование. как ты вот относишься к тому, чтобы праздновать гол бывшей команде? То есть вот и бытует мнение, что это типа некрасиво, это неуважение, Конечно, это... но с другой стороны, ты как будто уже не игрок той команды. Нет, И это как бы... Как-никак это некрасиво и неуважительно, но все ошибаются, я ошибся, и я отпраздновал. вообще, ты к этому негативно относишься или позитивно? Негативно, можно сказать, Негативно, да? отношусь, но противоречу себе и противоречу, можно сказать, своим же словам, и я отпраздновал. Ну, бывает, ребята, такое бывает по-любому, это Все нормально, это, ошибаются, да, да, это как бы эмоции, ничего тут такого нет. конечно. Так, поехали дальше. Дальше вот некий Сомон задает нам вопрос, говорит, достай ваш агар. Ваш. Агар, taklif kunad. Маоши соз диханд. Меомада боши? Ну, я эту команду, как можно сказать, что я там начал свой путь, можно сказать, хорошо начал играть, и начали меня потихоньку как бы постепенно узнавать. Там шаги начинались, мои шаги, как Мгм. в футболе. Ну, почему бы нет? Сейчас, ну, я в Барселоне, я тут играю, об этом и только думаю, но в будущем никто не знает, что будет. Будем рассматривать как бы все предложения. И я уважаю и болельщиков, и руководство команды, и всех ребят. Поэтому... Ну, пока что я не могу ответить на этот вопрос, потому что я живу пока что в сегодняшнем днем. Мгм. И, Ну, ну, допустим, буду как бы рассматривать, если будут предложения. давай представим, Ваш выходит на тебя и говорит, лям, Лямчево, узбекских сумок, да? зараза, проколол? Давай, вот, допустим, они вышли, говорят тебе, вот, допустим, 100 тысяч долларов за сезон мы тебе дадим. Ты Ну, перейдешь? ну, такого не будет, можно Ну, сказать. допустим, условно. Давай пофантазируем. Ну, счастье не в деньгах, а в их количестве, поэтому подумай. Поэтому 100 тысяч это уже, да, на Да. подумать. Хорошо. Но, Достай ваш, присмотритесь к молодому таланту. Перспективный человек, говорят. Едем далее. Слова, да? Да. Едем далее. Зафар Исмонов задает очень интересный вопрос, кстати. А все вопросы интереснее, да? Да, очень интересно. Вот там чем дальше, тем интереснее, я тебе так скажу. Багайрас футбол ва гитара навохтан, боздар кадон соха таландорен. Да, гитара да, талант надо.
Это Ай, просто было, да. начал прибедняться. Мы уже Да. знаем, что ты играешь на гитаре. Я не играю. Если я играл, по городу ходил бы с гитарой и просто, У тебя просто времени нет, ты тренируешься постоянно. ну, допустим. А, В чем еще? Может, настольный теннис еще класс получается? Не. Баскетбол. ну, во всем по чуть-чуть, как бы, да, Мгм. ни в чем я больше, как бы, может, с общения с девушками я хорош, кроме футбола. Опа, опа, И опа! то может быть, а так, А, кинул хорошую темку. Давай тогда так, разовьем эту темку. Видишь, вообще не с девушками хорош. Отлично, супер. Скажи мне, вот я вот, ну, что еще, когда вот был юным, в школе учился, тренировался в Спартакоре какое-то время, я вот тогда еще обратил внимание, да и сейчас, в принципе, эта тенденция идет, вот на футболистов обращают внимание очень много девушек. У футболистов очень большое внимание со стороны противоположного пола. Как ты думаешь, с чем это связано? а вы именно в Таджикистане говорите или во всем мире? Давай обобщим, сделаем во всем мире. Если во всем мире, но так есть. Это как бы самый лучший вид спорта, и можно сказать, что они как бы симпатично выглядят и Мгм. играют. Денег много у них, у футболистов, так Мгм. сказать. И слава у них. А если Такие, брать, ну, крутые, такие харизматичные, из-за этого, может а, быть, думаем, да. а если брать вот как раз таки наш отечественный таджикский футбол, Ну, наш, у нас тоже как бы встречается то, что на футболистов как бы делать внимание, но меньше, чем в других странах. у тебя с этим проблем нет? Ну, раз ты хорош в общении с девчонками, раз у тебя талант. Есть проблемы всегда. Деньги как бы все решают, да. Без этих А, денег проблем бы не было никогда. вот это Ну, значит, везде как бы решают деньги, можно сказать, с противоположного пола. ну, вот, Во допустим, многом. нет у тебя денег, абсолютно. Все, что у тебя есть, это классно подвешенный словарный запас, скажем так. Вот были бы проблемы? Если Конкретно ты. не, а так есть как бы моменты, и без денег решаются многие моменты, но хотелось бы иметь много-много денег, Хотелось бы чтобы, иметь, да, все-таки, да? решились и другие проблемы, да. Да ты ж даешь, а. Ладно, а вот если мы вернемся в сторону, каких-то умений, какой у тебя вообще талант? Вот у каждого есть какой-то талант. Это сейчас вот как озвучка в У рилсе. меня талант моментами нормально шутить моментами, Мгм. а так, думаю, больше как бы талантов я не вижу. Я нормально готовлю Ага. завтраки себе, омлет. Ну, кто не умеет готовить яйца в этом мире, да, как Да. говорится? Они сами готовятся, можно Я сказать. я отвечаю, пока в продаже есть яйца и Ролтон, холостяков будет много. Да. Вот, хорошо, а вот, как ты думаешь, вот помимо футбола еще чем-то нужно заниматься, чтобы развиваться в футболе? Или исключительно футболом нужно заниматься? Нет, конечно. Ну, помимо футбола, как это говорят, морально или физически? Нет, абсолютно, всесторонне, всесторонне. Ну, тренажерный зал или теннис можно поиграть А свободные. книжки почитать? Книжки тоже можно. Тоже можно Но читать. я советую, я сам не читаю, но советую. Ну, ты не читаешь. А когда последний раз читал? Последний раз, ну, я так читаю, как бы какие-то статьи там или Не, прям какие-то книжка, прям. подкасты. Не-не-не, Книжку прям книжка давай. очень давно, где-то 3 года назад я прочел свою последнюю книгу. Что за книга? Не помнишь, да? Нет, помню «Бегущий по ветрам» Халид Хусейни. О, ты смотри, куда завернул. Молодец! Прям в ту сторону. Хорошо. Бегущий по ветру. Ну, тут ты сам тоже бегущий по ветру на поле. И против ветра. И против ветра. Хорошо. Едем далее. Некий Zarba.tjk задает вопрос. Агар чемпион шавем, бату зан медихем. Это даже не вопрос, угроза. Смотри. Агар чемпион шавем, бату зан медием. Так что сах беги курбура. Сразу тебе можно, сразу чемпион ме. Дайте ему сразу две жены на Сразу одной тебе. голове. Айхозер Жосино чемпион every Сразу Дитазангирон Тембачаба. Хотя нет, ребят, ну, естественно, мы шутим, да? По Конституции Я не Республики шучу. Таджикистан у нас запрещено иметь Да. две жены, поэтому Агоша у нас человек законопослушный, Да. поэтому якщо закону Геронтен, две мыши хайхутом, и клеен. Хорошо, не, на самом деле, слушай, ну, прям Хорошее классное, предложение, да. хорошее предложение. Есть такой, Холостой, да. есть Холостой, стимул, заряженный, да. да, есть стимул стать чемпионом. Нет. Нет, это Не, стимул есть, но не этот стимул. не этот. Жениться пока не планирую, а так стимул, конечно, Не, есть. ну смотри, тут говорят, что Но если они все идея. за свой счет, конечно, Вот я об почему этом и бы нет? говорю. Тут Но ребята если так, то скриншот книжки, чтобы они потом не пропадали куда-то. я тебе больше скажу, тут сохранено все. Все сохранено, все. Поэтому взорвать TGK, если... Калина Тайоркина. Хаммаша тайыркынетон, Иншаллах, Хосрот короче, Хамисол, чемпион Шавадагар, все, Хаму Бачева занметитон полностью. Вот
Ассараш тохриша хаммаша кутно ашутих томикнен. Договорились? Все. Мир, дружба, жвачка. Тамом. Это сохранится. И когда вы Это станете должно сохраниться и чемпионом, закрепиться. это сохранится, это закрепится. И когда ты станешь чемпионом, мы отыщем этого человека Да. и заставим его тебя женить. Едем дальше. Коврон Табаров задает такой вопрос. Если бы у тебя была возможность сыграть один матч вместе с отцом в его лучшие годы, против кого бы ты хотел выйти на поле? Против какого соперника, да? Да. Имеется в виду? Да. С отцом. Ну, какого зарубежного или в Таджикистане, или не знаю. Ну, тут, знаешь, тут в общем сказано. Я думаю, давай обобщим просто. Вот. И лучшие годы твоего отца. Ну, Тогда лучшие годы моего отца это 2006, 2007, 2008 год против Бразилии, там Роналдиньо, Зубасти, против этих, потому что и кумир моего отца, можно сказать, что я тоже из-за этого 80-й номер, из-за Роналдиньо, поэтому хотелось бы против него как бы побегать за ним. чисто вот с отцом в его лучшие годы Да. против Бразилии. Он бы играл правозащитника, я правозащитника, и нас бы возил Роналдиньо. Прикольно Нас было. вывозил Рональдиньо. Хорошо сказал. Едем далее. Последний вопрос от наших подписчиков. Содерджон Самезода задает вопрос. 3 месяца без зарплаты или полгода без голевых действий? Без зарплаты? 3 месяца без Ну, зарплаты. у меня есть богатые друзья, которые будут, да, Пошлять. да, я буду попрошу у них денег, одолжу и буду забивать голы. Ну, Богатые, потом, да, после 3 Конечно, месяцев деньги буду же опять вернуть. конечно, богатые друзья наше все. Да. Идите Богачи, никуда, да. богачи, становитесь живите нашими вечно. друзьями. Живите вечно, богачи. Отлично, супер. Слушай, ну, вопросы от подписчиков закончились. Тебе понравился вопрос? Конечно, очень Ну классные всё. вопросы, как бы. Все темы затронуты, поэтому Друзья, товарищи, вы большие молодцы. Классные вопросы задали. Всем вам выражаем огромную благодарность и рахмет, братский, как говорится. Ну, а теперь, друг мой, мы подготовили тебе небольшой такой блиц. Нужно отвечать быстро, сходу, не думая. Начнем со стандарта и разгонимся потом, да? Ехала. Месси или Роналдо? Месси. Лучший футболист Таджикистана прямо сейчас. Ясуни Пашанбе. Самый сильный соперник, против которого ты играл. Мачи Сафаров. Самый неудобный защитник чемпионата. Защитник ЦСКА Джера. Самый быстрый игрок лиги. Самый быстрый игрок лиги. Рустам Мусаидов. Самый техничный игрок. Ясуни Пашанбе. Сейчас он перешел жестику. Самый недооцененный футболист чемпионата. Джамшид Махсумов. Самый громкий стадион Таджикистана. Архор. Точно? Ха! А вот теперь поехали разгоняться. Вот теперь еще быстрее отвечай. Победа 1-0 или красивые 4-3? 1-0. Гол или голевая передача? Гол. Пенальти или выход 1-1? Пенальти. Домашний матч или выезд? Домашний. Искусственное поле или натуральное? Натуральный. ВАР или за или против? Вар. Ты за ВАР. Да. Ха, Ну, хотя интересно. мой гол за Вар. Любимый европейский клуб? Барселона. Поехали дальше. Любимый тренер? Европейский или таджикский? Любой. Просто любимый Луис тренер. Энрике. Как? Энрике Луис. Луис Энрике, ну конечно. Ну и последний вопрос. Матч вечером или днем? Зимой днем, летом вечером. Летом вечером. Вот такой вот блиц, друзья. Очень быстрый, очень классный. Молодец. Ты справился, хоть и где-то ты, конечно, задумывался. Да. Ну и такое бывает, это нормально. Теперь поиграем с тобой в следующую игру. Она называется «Кому это подходит больше?». Ну тут ты можешь подумать, соответственно, вообще без проблем. Если могу, да? Можешь. Я буду тебе задавать вопросы, а ты должен... Это касается только твоей команды. Да. То есть на данный момент получается Хосилот. Мы не выходим за рамки этой команды, чисто исключительно в рамках этой команды. И все это связано с тобой и твоей командой. Поехали. Задаю вопрос. Могу как бы себя говорить, да? Мне подходит как бы. Ну, если это тебе подходит. Хорошо. Смотри, я задаю вопрос, ты думай и отвечай. А можешь сразу ответить? Окей. Вообще было бы круто. Поехали. Итак, игра «Кому это больше подходит?». Кто в команде больше всех опаздывает? Я сам. Кто больше всех ноет? Сам. Кто самый умный? Я. Как думаешь, кто впоследствии станет тренером? Фаридун Шарипов. А кто первым станет миллионером среди вас? Миллионером. Я. Дай бог. Дай бог, да? Долларом или сомани миллионером? Мы исключительно в национальной валюте все ведем, поэтому сомани.
Самониты. А в долларах? Тоже я. Тоже. Дай бог. Капец ты скромный, конечно, да. Так, кто чаще всех спорит с судьей? Шаморец Бродов. А почему, как думаешь? Не знаю, всегда таким был, даже в Ригаре играл, Ригата нас, там играл, и тут всегда спорит. Успокаивал, как бы. Иногда эмоционально, да, может. Ему просто, Иногда, часто. ему просто в кайф, да? Может быть. Так добавить перчинки в матч. Хорошо. Кто самый модный у вас в команде? Хосилот. Я думаю. Да. Скромности этому парню явно не занимать. Ехали дальше. Кто самый ленивый? Вот в команде Хосилот. Самый Тоже ленивый. я. Тоже- Походу, все он. Ладно. Кто больше всех ест? Амир Азизов. Далее Разизов. Больше всех есть. Ну, Хорошо. вратарь, конечно. Ну, ему нужно, я думаю, да? Можно понять. А вот кто в вашей команде может вот взять вот и уснуть где угодно? Условно, даже если вы где-то что-то отмечаете, громкая тусовка, музыка, а он просто взял и уснул. Кто так? Акумади. Акомади? Да. Просто, наверное, что не понимает нашу музыку. Ладно. Кто может, кто бы не взял с собой... Нет, давай по-другому сделаем. Давай так. Кого бы ты не взял с собой в отпуск? Вот Альдон Шарипов. Потому что он говорит, вот это нельзя, как бы, как старший. А, Можно сказать, что меня моментами воспитывает, поэтому, ну, в отпуск человек едет, чтобы нормально отдохнуть, поэтому таких людей оставим семьей. Воспитатели нам не нужны. Да. Хорошо. Наступил решающий момент. Пенальти. Скажем, на последних секундах от этого пенальти зависит, выиграете вы чемпионат или нет. Кому бы ты доверил решающий пенальти из команд? Себе лучше. Потому что если даже не забью, и как бы всю вину себе как бы забрать, и ответственность. Ага. А если Всю забил, голову не стоит. Если забью, то герой. то герой. Да. Все лавры себе. Молодец. Это была игра, кому это подходит больше. Только себе все подожди. Все, подкаст подошел к концу. С нами был один из самых ярких и впечатляющих своей техникой игроков, значит, высшего дивизиона Республики Таджикистан по футболу. Скромных. Один из самых скромных, действительно, как я мог это забыть, извините, пожалуйста. Самый скромный игрок высшей лиги Таджикистана по футболу Салахиддин Эргашев. Прошу любить и не жаловаться, кайфовать с его матчей. Ну и напоследок, значит, скажи что-нибудь подрастающему молодому поколению, как футболист, может, какой-то совет дашь. Ну, пока не вырос до советов, кому давать советы, но те, кто моложе меня, дают такой совет, чтобы они, ну, работали, терпели некоторые моменты в футболе, бывают разные, как бы. И В общем, работать и работать, и чтобы- терпеть некоторые моменты, и все будет как бы всему свое время, да. Ну и быть скромными. Ну, нежелательно. Нежелательно. Да. Хорошо. Слушайте, народ, все, подкаст подошел к концу. Подписывайтесь на нас, ставьте колокольчик, оставляйте комментарии, кого вы хотели бы видеть следующим гостем в нашем подкасте «Пари Спорт». Ну, а это наш гость Салахиддин Эргашев, поэтому кайфуем с его матчей и желаем Хосилоту всего самого наилучшего. Вы идете вторыми, у вас чуть-чуть, буквально немножко, и вы, возможно, станете чемпионами Да. в этом году. Сделаем Все, всё. друзья, всем большой рахмет, что нас смотрите. Всем пока и хорошего настроения. Пари Спорт.